Незаконная продажа алкоголя – серьезная проблема, которая затрагивает все аспекты жизни общества. В то время как легальные точки продажи продают алкоголь по установленным графикам, нелегальные продавцы предлагают алкоголь в любое время суток, создавая риски для здоровья и безопасности граждан. Лже-кафе и наливайки реализуют продажу алкогольных напитков в ночное время, нарушая покой граждан, проживающих на близлежащих территориях. Я, например, проживаю в 203-м микрорайоне, и возле моего дома установили вот такой магазинчик, да, кафе, лже-кафе, возле которого очень много околачивается народу. Даже днем продают, и то это отрицательно. Мы против. Вообще неприятно, когда пьяные люди ходят. Я вообще не люблю пьяных, поэтому... Очень плохо, думаю. Я знаю, что напротив дороги, и там продается виноводочное изделие, пивное, там что-то больше-меньше. Конечно, против. Какое-то расстояние должно быть от школы, от садика. С 2 до 8, чтобы все работали тогда, чтобы не круглосуточно было. В настоящее время рассматриваются поправки ко второму чтению законопроекта об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя. Согласно нему, нельзя будет продавать алкоголь на вынос и на разлив. Но и это еще не все. В местах непосредственного проживания и отдыха наших граждан, а именно в многоквартирных домах, прилегающих к ним территориях, предлагается запретить реализацию алкогольной продукции, включая пиво, при оказании услуг общественного питания с 20 часов до 14 часов следующих суток, по аналогии с алкогольными магазинами. И эти правила будут действовать для всех, кроме ресторанов. Для них время запрета будет с 11 часов вечера до 12 дня следующих суток. В Якутске усиливается контроль не только за точками продаж алкоголя, но и за ночными клубами и барами. Уже составлено 137 протоколов на общую сумму 400 миллионов 700 тысяч рублей. Прилегающие территории объектов должны очищаться, ежедневно очищаться, убираться каждый день до 8 часов утра. Если этого не происходит, если происходит загрязнение территории, если нет там урны, санточки и иных объектов для уборки территории, то может быть наложен штраф. А также мы составляем и рассматриваем протоколы за нарушение тишины и покоя граждан. Сумма штрафов существенная. Если в ночное время работает клуб и нарушает покой жителей МКД громким шумом, штраф составляет до 250 тысяч. В случае, если территория не убирается, штраф еще больше, до 1 миллиона рублей. Для того, чтобы составить протокол и наказать нарушителей, необходимо обратиться напрямую в административную комиссию или же в полицию. Тайна Федорова, Владимир Павлов, Якутск.